Якутский рынок недвижимости продолжает искать точку равновесия. Результат 2 последних годов – предложение превысило спрос. Оптимистичный сценарий развития рынка связывают с последним шагом, на который пошли банки. С середины февраля несколько крупных банков снизили процентную ставку. Вслед за ними с 1 марта еще один крупный банк пошел на снижение процентной ставки. И она установилась в размере от 10,4% на новостройки. Поддержка со стороны государства – еще один спасательный круг отрасли строительства. За прошлый год в Якутии ввели 620 тысяч квадратных метров жилья. Такого показателя республике удалось достигнуть в том числе благодаря ипотеке с господдержкой. После кризиса спрос сильно упал, особенно на квартиры двухкомнатные, трехкомнатные. Но наши застройщики уже сориентировались в этих сложных ситуациях. По сравнению с 2015 годом, в 2016 году было выдано на 40% больше ипотечных кредитов. Стоимость квадратных метров в столице региона с начала кризиса снизилась на 20%. Сегодня, в зависимости от месторасположения, срока сдачи объекта, его дизайна и имиджа застройщика, средняя цена за квадратный метр начинается от 60-65 тысяч рублей. В 2016 году россиян перекормили метрами, говорят эксперты. Текущее положение дел вынуждает застройщиков повышать качество строительства, заниматься благоустройством близлежащих территорий. Это первая выгода, которую извлекает покупатель из непростой экономической ситуации. Быть новой квартире или не быть? Вопросом задаются многие якутяне. Специалисты советуют помнить главное правило инвестирования – покупать, когда дешево, продавать, когда дорого. На нулевом цикле строительства недвижимость стоит намного дешевле. То есть есть смысл инвестировать, через 2 года эта недвижимость поднимется в цене. Кроме того, у нас фонд жилья в городе Якутске, он все-таки устаревает, да, и все-таки люди в последнее время выбирают именно новостройки. Другой щепетильный момент связан с выбором застройщика. В июле 2017 года вступит новая поправка в закон о долевом строительстве. Документ защитит покупателей. Теперь застройщик будет возводить жилье на свой капитал, а заплаченные деньги получит только после выдачи ключей. По прогнозам с рынка исчезнут около 15% компаний с сомнительной репутацией. Айна Винокурова, Иларион Федоров, Вести, Якутск.